Друзья, всем привет! Сегодня я решил записать видео, в котором соберу несколько очень полезных советов для тех, кто хочет научиться ловить на гирлянду, но еще ни разу не был на льду. Вряд ли я скажу что-то новое или интересное для пораженных гирляндистов, гирляндеров, гирляндосов, гирляндуев. Но для тех, кто хочет начать или кто очень-очень мало еще ловил и хочет, так сказать, узнать небольшие лайфхаки и, может быть, даже секреты в некотором смысле, я думаю, этот видос будет полезен. Хорош трепаться, погнали. Итак, самое главное, самое первое, самое основное, что вы должны знать, это никаких буров и никаких санок. Единственный случай, когда допустимо использовать санки, это глубокий снег, такой более или менее приличный слой снега, который позволяет санкам скользить бесшумно. И единственный случай, когда допустим бур, это когда в месте, где вы будете ловить, мало людей и, соответственно, мало лунок, а лед толстый. Если же вы едете в место, где людей однозначно будет много, вы это знаете, бур лучше не брать даже при толстом льду и серьезных морозах. Точнее так, если все-таки лед толстый и людей все равно много, но тем не менее морозы сильные, тогда только можно брать бур, и это имеет какое-то оправдание. Во всех остальных случаях, когда много лунок, да, они подмерзли, но вам вполне достаточно будет пешни, просто чтобы ее разделать. Почему я так категорично это говорю? Дело в том, что бур создают шум. И этот шум не такой, как шум от удара пешнями, который тоже, может быть, пугает рыбу когда-нибудь, где-нибудь. Но обычно, там, где ловим на гирлянду, это заливы Днепра, заливы зарегулированных каких-то рек, возможно, глубокие какие-то места на водохранилищах. И в этих местах рыба привычная к ударам. Вы спросите, откуда? Да все просто. Когда на ГЭС дают воду, лед трещит очень сильно. Это прям такие удары, как будто взрывы какие-то идут. И рыба к ним просто привычная, и пешни не боится совсем. Но бур и санка, которая скользит по какому-то бугристому, твердому льду без снега, они создают такой шум, повторяющийся, как бы сказать, да, шуршание бура или вот это санок. Это рыбу пугает, это уже доказано множество раз. Опытные гирляндисты, когда сидят, ловят спокойно, сидят на стае, стая никуда не уходит. Подходит чудило с санками и с буром, начинает бурить, все, люди встают и уходят. Они знают, что через 20 секунд здесь не будет стаи, она уйдет. Это просто аксиома. Есть люди, которые этого не знают, либо просто считают, что это все ерунда, я всю жизнь ловил и хорошо ловил. Но на самом деле все очень просто. Если ты не использовал санки и бур, ты бы ловил бы гораздо лучше. Это просто факт. Примите это. Если вы новичок, послушайте мой совет. Санки только по снегу, бур только если вы знаете, что в месте ловли очень мало лунок, при этом лед толстый, 20-25 сантиметров и более. И людей там мало. Второй совет, который, в общем-то, связан с предыдущим. Если вы ловите в толпе, и вы видите, сидит куча людей, допустим, а у вас нет эхолота, у вас нечем искать рыбу. Вполне достаточно нормальная тактика подойти к этой толпе, группе людей, спокойно сесть на готовую лунку и ловить. Вас никто не осудит, это не назовешь поджопничеством. Это нормально. Но если вы подходите к толпе и вокруг этой толпы или внутри нее нету лунок, категорически нет вообще, допустимо пешней сделать лунку. Следующий совет опять же связан с лунками. Когда вы приходите на лунку, вы пришли, там эхолотом посветили, рыба есть. Не садитесь на нее без разделки. Она может быть подмерзшая, она может быть небольшой. У нее могут быть закраины снизу. Если вы опустите туда снасть и поймаете хорошую крупную рыбу, то вероятность того, что вы ее не вытащите, достаточно высока. Разделайте лунку по диаметру и особенно, хороший совет, кстати, подрубите ее края. Внутреннюю кромку подрубите, сделайте ее более пологой. Это вам позволит иметь меньше проблем с зацепами чертиков за лед, за нижнюю кромку. Следующее. Старайтесь искать свою стаю. Особенно если это большой залив, какая-то большая акватория, где на ней может быть несколько больших стай. Если вы видите там 2-3 группы людей, пока вы к ним идете, например, эхолотом проверяйте каждую встреченную лунку или пробивайте ее, бурить можно даже, потому что тут никого нету. Вы можете пробурить, проверить, стая уйдет, скорее всего. Но тем не менее вы будете знать, что она где-то рядом. И вы можете вокруг где-то найти готовые лунки, там посветить, найти эту стаю и хорошо половить, пока, естественно, вас не спалят поджопники.
ищите свою рыбу. Говорил про эхолот. В рыбалке на гирлянду эхолот практически необходимый элемент. Если вы хотите хорошо ловить, эхолот нужен. Нужен эхолот, который имеет режим флешер, который показывает рыбу конкретно, слои рыбы. Всякие дешевые китайские лаки и прочая подобная хрень, она зачастую рыбу не показывает, либо показывает какие-то пузыри от рыбы, точнее пузыри газа или траву или что-то такое. Нужен эхолот, который конкретно хорошо показывает флешер. Бренды сейчас называть не буду, но вы меня поняли. Такой лайфхак. Вы опускаете эхолот и вы видите слои рыбы, там, дно и там, два слоя рыбы, например. Один выше, другой ниже. Как понять, какая это рыба? То есть выше всего, скорее всего, стоит чехонь. Она может стоять от 1,5 метров до метров 6, там, грубо говоря. Ниже нее обычно плотва стоит метров с 3-4. Опять же там, но опять же не до дна. До дна она не стоит, она обычно стоит с 3-4 метров, ну там до 5-6, может быть, метров. Бывает, конечно, все в глухозимье, когда рыба стоит ниже, выше, ну там такое, ну вот как бы обычно, значит чехонь выше всего, дальше идет плотва, и если слой ниже и ко дну, это уже какие-то лещевые породы, это синец, густера, подлещик, белоглазка. То есть в основном они именно вот залегают, слои рыбы залегают ниже. Крупный лещ и судак, естественно, стоят на дне. Их, в принципе, тоже видно в эхолот, но это надо привыкнуть своему эхолоту, может быть, делать зум, смотреть на вот эти вот колебания над дном, и по этим колебаниям можно увидеть судака и леща на дне. А, еще, высокие слои могут быть еще толстолоб. Но это такая киевская, днепровская фишка, у нас много запускают толстолоба для очистки реки. И толстолоба реально зимой, он ходит довольно высоко и багрится на гирлянд. Если вы не хотите багрить толстолоба и мучиться потом с ним, вот это вот, таская на себе 15 килограмм, лучше аккуратненько с такими слоями. Такой лайфхак. Например, вы видите слой рыбы. Ну, чаще всего так работает на плотву. Там, грубо говоря, там, с 4 метров до 6 стоит слой плотвы. Ну, вы знаете, что это плотва, люди ее вокруг вас ловят, вы что-то поймали. Попробуйте такой момент. Приподнимите верхний чертик выше слоя, примерно на полметра, например. На полметра, может, метр. Бывает зачастую, что чертики, которые находятся в слое рыбы, на них почему-то не клюет. А чертик, который идет над слоем рыбы, на него клюет. Вот такой лайфхак. Если вы используете гирлянды, ну, как у меня, например, с подвешенной на леске свободно бегающим бисером, думайте о том, что когда вы опускаете гирлянду, он, скорее всего, прибивается к верхнему чертику. А вам нужно, чтобы он был над нижним. Поэтому вы, когда опускаете, отмотайте на 50 сантиметров, например, больше, а потом просто подмотайте эти 50 сантиметров. И при этом бисер, он соскользнет вниз и прижмется к чертику сверху. Это важно. Если вы хотите ловить и судака тоже одновременно с белой, не целенаправленно на судака, а именно вот ловлю белую, а вот судачок прицепится, тогда, когда вы смотрите на эхолоте, опускайте, чтобы ваш нижний черт, нижняя приманка, была ниже, может быть, на метр даже, чем слой рыбы. Потому что пастухи, судаки, они идут под слоем, естественно, и, соответственно, там клюют. Хотелось бы сказать насчет катушек. Очень часто люди ставят на удочки катушки таким образом, чтобы при подсечке срабатывала трещотка. Ну, как бы это аргументируется тем, что это как бы фрикцион, да, и ты при резкой подсечке не обрываешь леску. Это понятно, я это понимаю, но я не разделяю подобную точку зрения. Я на своих удочках делаю так, чтобы катушка была при подсечке, короче, не раскручивалась, она жестко срабатывала. Но я всем советую, ну практически всем, с кем общаюсь, по крайней мере, голосом, что не закручивайте катушку, после намотки лески вы ее все равно сняли, намотали леску, поставили назад и закручивайте гайку. Не закручивайте ее слишком жестко и не слишком слабо. Потому что если она будет слишком жестко, то вы действительно можете что-то оборвать, ну, теоретически, ну, и будет тяжело мотать. А если вы ее не докрутите до того уровня, чтобы она не раскручивалась сама, в общем, не надо допускать свободного хода. Потому что если будет свободный ход, вы при подсечке, во-первых, у вас будет плохая подсечка,
потому что катушка прокрутится и можно не просечь. А во-вторых, она просто может сделать бороду. Если вы дернули, оно и у вас борода, и все. И вам какое-то время придется ее откручивать, перематывать, наматывать. Вы теряете время, стая ушла. Насчет количества чертиков на гирлянде. У меня есть знакомые, которые ловят 9 чертиков плюс нижний. Я не понимаю, зачем. Это же геморрой какой, вот это вот мотать туда, мотать сюда. Он, может быть, и поймает там на 5 рыб больше меня, но это неудобно. Это действительно как-то, какой-то изврат, как по мне. Кроме того, это запрещено правилами. То есть, нашими правилами, украинскими правилами, разрешено 5 приманок. То есть, я ставлю 4 чертика и нижний. И, в принципе, я ловлю прекрасно. В принципе, в общем-то, так, когда особенно небольшая глубина и небольшие слои рыбы, достаточно поставить 2 и нижний. И будет отлично ловить. А геморроя вот это, который есть, он не критичен, но он есть. При выматывании, зацепах, залет, вот это вот все-таки меньше. Такой вопрос иногда задают. Зачем нужны разные тесты кивков и, соответственно, разный вес нижних приманок? Отвечаю, это не потому, что нужно там рыба более активная или менее, или более пассивная, и вот она легкую любит лучше, а тяжелую меньше. Может быть, это как-то и срабатывает иногда, но я особо не замечал. То есть мы ставим толстую леску на основную, чуть-чуть тоньше, там 0,16 на гирлянду, тяжелый нижний, и рыба клюет прекрасно. Она не боится толстых лесок. Вот, по крайней мере, при ловле на глубинах на гирлянду, она толстых лесок не боится. Этот стереотип здесь не работает. Но что касается веса нижней приманки, тут, скажем так, все зависит от глубины, на которой вы будете ловить, и наличия отсутствия течения. То есть глубина, понятно, если у вас 6 метров глубина и нет течения, зачем вам ставить 9-граммовую нижнюю приманку? Это совершенно ни к чему. То есть вы все равно даже с 2,5-3-2-граммовым нижним у вас она хорошо и быстро утонет, и вы будете нормально ловить. Но если у вас те же 6 метров, но при этом заметное течение, даже не просто тяга, а такое, на хорошем течении люди ловят на гирлянду. Тут вам уже надо повесить достаточно серьезный нижний. 6, 8, 9 грамм, может быть даже больше иногда. То есть это исключительно вопрос быстрой доставки всей системы вниз и удержания ее в каком-то положении. Если у вас там течняк, вы поставите 2 грамма, она у вас вот так вот подо льдом вот так вот ляжет, и вы ни черта не поймаете. То есть вам нужно опустить приманку, чтобы она была каким-то более или менее приемлемым углом, чтобы можно было работать, и она доходила до тех слоев, которые вам нужны. Еще один лайфхак, который новичку тоже желательно знать, понимать и его применить сразу, чтобы просто, может быть, не было каких-то разочарований. Вот такая штука. Это вот моя покрытая пылью с прошлого года. Наматывать ее лучше вот на вот такое мотовило. Это мое боевое. Вот так вот это выглядит. Надеюсь. Вот так вот оно намотано. Это труба утеплителя. Диаметром я не помню. Чтобы влезла удочка. Все зависит от диаметра удочки. Размера удочки. То есть внутрь кидаете удочку. Раз. Вы там гирлянду вынимаете, подмотали, удочку кинули туда и начинаете намотку гирлянды. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Она, вытаскиваете нижний, цепляете нижний, все. Вот мотовила. Там 3 метра гирлянды или 2,5 или 4, там, в зависимости от расстояния между чертями. Мы используем вот такие вот банки диаметра вот под эту штуку. То есть можно меньше, можно больше, но все зависит от мотовила и от удочки. Если удочка какая-то тонкая, можно сделать мотовило тоньше, на меньшем диаметре утеплителя, и, соответственно, меньшую трубу. Все зависит от этого. Вот. Это все кидается туда. И лично у меня оно съемное. То есть у меня вот тут дырки сделаны. Вот так. И я проволоками ее прикручиваю к рюкзаку. В рюкзаке опять же там дырки сделал. Это может быть не очень практично, но вот я сделал так. А чаще всего люди ловят с ящиками. И они их стационарно приделывают к ящикам. Там 1, 2, некоторые 3, там разные гирлянды. Они у меня съемные почему? Потому что я их снял, засунул в рюкзак, и у меня рюкзак такой. Я езжу на рыбалку просто не на своей машине, а чаще с кем-то. И
И чтобы не занимать больше места, чем надо, чем я могу, я делаю так. То я их снял, сунул в рюкзак, все. На рыбалке я их достал, прикрутил к рюкзаку, чук-чук-чук-чук-чук, все, и пошел рыбачить. Вот такой лайфхак. Это очень удобно. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Пальцы вверх, подписка, комментарий. Надеюсь, в этом году увидимся на льду. Всем пока.